Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, дорогие телезрители. Я вчера и позавчера коротко обрисовывал ту обстановку, которая сложилась в результате попытки государственного переворота. На этом этапе могу сказать следующее. Ничего непоправимого еще не произошло. Надо остановиться, взять паузу, хорошенечко подумать. Выход из этой ситуации, он понятен. Речь идет о том, что мы можем потерять нашу государственность. Что я имею в виду, когда я говорю о том, что выход из ситуации понятен? То предложение, которое я озвучил, я готов его повторить. Суть этого предложения состоит в следующем. Протестующие должны освободить комплекс правительственных зданий, после чего будут приняты соответствующие нормативные акты президентом и парламентом. Будут объявлены выборы. Президент Бжаня готов сложить свои полномочия и как кандидат в президенты пойти на выборы. Стороны постоянно ссылаются на мнение народа, говорят о том, что они имеют поддержку наших граждан. Мерилом истины в таком вопросе являются выборы. Выборы покажут, кого в качестве президента хочет иметь многонациональный народ Абхазии. Вот такой выход. Еще не поздно этим выходом воспользоваться. Я призываю наших граждан внимательно выслушать мои слова. Дорогие сограждане, не поддавайтесь на провокации. Не принимайте участие в незаконных и несанкционированных митингах. Нам сейчас это не нужно. Сейчас то время, когда мы должны заботиться о своей стране, о нашей родине. Она в опасности. И в такое сложное положение наша родина встала в результате действий людей, которые совершили попытку государственного переворота. Еще не поздно все отыграть назад. Каковы будут действия властей, если протестующие откажутся освободить комплекс правительственных зданий? По мере возникновения проблемы будем ее решать. Работа идет, подключены люди, общественные деятели, интеллигенция, люди с опытом, с возрастом, патриоты Абхазии. У нас есть выдержка, у нас есть терпение. Мы будем пока работать в этом направлении. Какие первостепенные задачи поставлены перед правительством в нынешней ситуации? Вы знаете, сейчас осенне-зимний период, все должно функционировать в штатном режиме. Образовательные учреждения, медицинские учреждения, состояние вооруженных сил, обеспечение населения электроэнергией. Эти вопросы будут решать правительство. В тех условиях, в которых мы сегодня находимся, те действия, которые были совершены людьми, которые заняли комплекс зданий, решать вопросы будут сложнее. В ближайшее время из-за таких действий население может остаться без электричества. Это нужно хорошо понимать. Уважаемые граждане, просим вас это иметь в виду. У нас сегодня отключение 4 часа. Мы выдерживаем этот график. Завтра в этих условиях выдержать график будет очень сложно. Поэтому еще раз прошу вас на провокации не поддаваться. Иметь это в виду. Это правда, и я хочу, чтобы вы это знали. Как случившееся может отразиться на взаимоотношениях с Россией? Для того, чтобы мой ответ был убедительным, я просил бы граждан Абхазии, всех, кто будет меня слышать, внимательно ознакомиться с позицией российской стороны. Что пишется в этом плане в российских СМИ. Конечно же, действия тех, кто хотел совершить государственный переворот, наши отношения с Россией не улучшат. Надо вспомнить, что послужило поводом. Надо вспомнить, что Россия наш единственный стратегический партнер. Надо помнить о той помощи, которую они нам оказывают. Митингующие пришли на митинг, который перешел в массовые беспорядки, с российскими флагами. Это лицемерие. Вы обратите внимание на то, как некоторые из них высказываются в адрес России и руководства России. Поэтому такой иезуитский подход некоторых людей никем не будет приемлем. Дорогие сограждане, я очень рассчитываю на то, что вы видите правду. Мы должны опираться на наш союз с Россией и строить собственное государство без поддержки Российской Федерации.
без высокого уровня доверия, то, что демонстрирует руководство Абхазии, президент Абхазии, нам будет очень сложно. Мы должны обеспечить мир в регионе. Вы знаете о том, что у нас нет договора о мире с грузинским государством. У нас огромное количество проблем. И мы можем их решить. И мы будем их решать только при поддержке Российской Федерации. То, что происходит, нам очень сильно мешает. Бьет по нашим отношениям, по отношениям между Абхазией и Россией. Это недопустимо. Я хочу, чтобы наши граждане это знали. Врачи, педагоги, военные, учащиеся, студенты, дорогие мои, дорогая интеллигенция, прошу вас это иметь в виду. Мы независимое государство. Нам нужна поддержка добрых людей и российского государства. Это принципиальная задача. Прошу это помнить. Уважаемые сограждане, хатырскусу ажвар, дарадзе ажвараду ассот, финфор аншааз, етахама усква шханажмган, атагала речу усква айцаат, уоцруя хочква атарахи царов, аусура хтыцров, ширзым хуцин, азакван айлагарештоа, хочла. Шачала абстазара егва хацара хачуп ами хукупи нахагзот ачхара тахуп егизгумаз гидаадзам агха азымцот гидаадзам мышкала шишуксала шашуксала и чё за проблема кузызбогез гидаадзам х ширжар атыгла заша вайрышмтан иго алхрапа алрания ан хымзрынц ала хымз пшимз иззымч хаздарбану хава айвлер وات عيونين نتواز بزيش بوزر واي نين رد قلر تخزام الخرا عن شنين في بجيرش ازجي غبغان ويزعن في تزام الخرا عن حيببارو بالخرا بولجو وصوب يشياشو دربن زالاجي عند كارا ابسو عند كارا بتوافزو دار دس شحو دبري شسخوت سرسيس حوزاجو